Вот, то есть попытаться помешать, ну, как бы, моей карьере, моему развитию. И, кстати, вот эти сведения о якобы наличии у меня грузинского гражданства, они как должны были, кстати, выйти в день вынесения приговора по убийству на набережной. Вот вы представьте, то есть какая связь, это дело и вот эта ситуация. Но, видимо, те люди, которые это хотели сделать, они не вытянули эту ситуацию и, наверное, побоялись, что эти сопоставят факты и не примут. По поводу того, кто это... Конечно, не подозрение, я знаю, кто это. Даже мои родственники разговаривали и сказали, все, что ты будешь, дорогая, делать, делаешь от своего имени. Потому что если это выйдет с анонимной страницы, мы придем к тебе. То есть абсолютно. Вот. Но что-то, я не знаю, почему в их видении все поменялось, они не выставили эту информацию тогда, а тянулось это там ляпнули, там сказали, там сказали, там сказали. И спустя 2 года раскрутили эту тему до вот таких неимоверных масштабов. Но я думаю, что если бы у людей как бы были бы, и они понимали бы, что это правда, они как бы это вот тогда эту тему попытались бы раскрутить, когда это им выгодно было. Но, видимо, понимали, что никто эту ситуацию не примет за правду. И, кстати, я когда приехала, помню, после похорон отца, мне сразу так говорят: ой, Инга, а знаешь, что мы слышали, что твой папа воевал? Ну, на стороне Грузии, естественно. Я говорю: да нет, я говорю, это так элементарно проверить, потому что мой папа в 90-м году выехал и в 2016 году заезжал. Ну, это прямое доказательство того, что человек не воевал, потому что, ну, просто СГБ бы его не запустило бы сюда, в Абхазию. Как бы, и эта тема не прошла. И потом вот пошли в другом направлении, в ином. И активно против вас и против, получается, вашего статуса, вашей карьеры в целом стали жалобы поступать. Да, жалобы поступать. И тут, получается, с 24 года. И, кстати, вот эта ситуация с Шинкау, где вроде бы дисциплинарное производство возбуждено против нее, она лишена была в тот момент статуса адвоката, из-за этого видео распространено больше даже не из-за действия самого как такового, а из-за того, что это вот придало такой масштаб, где адвокат не совсем морально правильно выглядит. Вот. И меня хотели в это дисциплинарное производство в отношении меня не возбуждено. Там такие дебаты были, хотели хоть предупреждение мне сделать. Мне за что? Ко мне врываются в кабинет, оскорбляют меня, угрожают мне вплоть и убийством, что убью и так далее. То есть, и меня хотели в этой ситуации сделать виновной. Но потом, видимо, поняли, что не совсем, если это будет муссироваться в обществе, не совсем красиво выйдут, наверное, те, кто желал это сделать. И как-то эту тему приостановили, и никакого наказания мне не применили. Тут август 24 года. У меня хорошие отношения с моими клиентами Ахиба. Я не все, я говорю, почему, некоторые говорят: Инга, почему вы не комментируете? Я не могу комментировать. Я даже сегодня лишена статуса адвоката, но я связана понятием адвокатской тайны. Кстати, если Ахиба считает, что мы можем говорить открыто, то она может написать заявление, освободить меня от исполнения, соблюдения адвокатской тайны, и мы могли бы поговорить с ней в открытых дебатах даже, с удовольствием бы. Но происходит что? Август месяц, 29 августа, пишет мне смс-ку сестра моего подзащитного и говорит, а там такая ситуация была, это факт известный, то есть она приходит ко мне уже ее брат дал признательные показания в убийстве. И говорит: Инга, мы знаем от вас то, что вы, если от вас вы сможете помочь моему брату, знаем, уверены в том, что вы сделаете все от себя возможное. Как бы с таким намерением я и вступала в это дело. И вот 29 августа мне приходит сообщение от Ахиба, и она говорит: Инга, а когда у нас процесс? Я говорю: сейчас узнаю. Узнаю дату процесса, пишу я там 6 сентября. И, я когда узнаю, пытаюсь узнать дату судебного заседания, мне звонят, мне говорят: Инга, вы в деле? В смысле, почему? Ну, тут другой адвокат ходит и спрашивается это дело. Я звоню сразу
Ахипа и говорю, извини, я говорю, а вот как бы если ты не хочешь, чтобы я представляла интерес, вообще абсолютно, дай бог, как бы работайте с другим адвокатом, если он вам дает лучшие надежды, перспективы, чем я. То есть это ваше право. И она мне пишет и говорит, Инга, если бы у нас были бы к вам какие-то претензии, то я бы вам об этом сказала. Но я говорю, ну извини, как бы вот именно там тот адвокат, кого они выбрали, я считаю так, либо ты должен честным быть перед своим клиентом, сказать о том, что да, я буду работать, и ты должен находиться в тесной взаимосвязи с другим человеком, с другим коллегой. Либо ты работаешь в тандеме, либо никак. Работа разрозненно не получилось бы. Я, будучи честной перед своими клиентами, я говорю, ну с этим адвокатом я в тандеме не смогу работать. Вот, как бы вы определитесь для себя, все. Я говорю, давайте, я даже предлагаю ей вернуть деньги, и 150 тысяч сама я возвращаю ей на следующий день, 30 августа. Все прекрасно, все хорошо. И 7 сентября выходит интервью, где мой подзащитный зачитывает текст, где что якобы я работала против него. И, кстати, Ахиба уже на заседании квалификационной призналась. Я не могу всего говорить, всех моментов, но ну, как бы я задала вопрос, потому что я сделала запрос в СГБ, никто к моему подзащитному не заходил. У него нет там компьютера печатать эту речь. И она сказала, да, перед заседанием, судебным заседанием, ему дали этот листовки, и он их зачитал. Готовые листовки, что я работала против него. Потом завертелась на меня, написала она жалобу. Заключение квалификационной комиссии было такое, что я выполнила свою работу, как того требует закон, кодекс, мораль, нравственность и так далее. 24 августа или 25 могу ошибиться. Потом это выясняется, что между Ахиба, мы на тот момент еще с Ахиба вообще не расходимся, у нас нет вообще вопроса о том, что как бы, я выхожу из дела. 24 или 25 августа она заключает договор с информационным агентством Аяшера на освещение процессов. Я об этом не знаю. И вот Аржба уже приходит на процесс, а мы все знаем, что Аржба и Жанна Шинкау – это наиближайшие подружки. То есть 24 августа они заключают договор, 29 Ахиба говорит, Инга, если бы у меня были бы к вам какие-то вопросы, я вам сразу о них сказала бы. А 7 сентября, 6 это все произошло, а 7 сентября уже вышло разгромное интервью, что адвокат Габилай работает против своего подзащитного. То есть поэтому, если Ахиба есть что сказать и поговорить о том, в чем выразилась моя некачественная защита, кстати, все инстанции они прошли, я бы вот, например, лично бы не использовала бы надзор. Никогда вот в период такой, где ажиотаж, столько было грязи, они подняли, там они на судью написали заявление, Верховный суд, который вынес приговор. Я бы, например, не написала надзор, я бы ставила бы на тот момент, когда чуть-чуть подуспокоиться. Вплоть до президиума, оказывается, они уже дошли и вынесено решение, что вот оставлено приговор суда первой инстанции в силе. И я, получается, на стадии предварительного расследования в ходе судебного заседания представляла, половина процесса я провела. И когда я на заседании квалификационной комиссии принесла стопку протокола судебного, где якобы я не работала, там штук 300, я специально даже маркером выделила вопросы, которые я задавала, вот, будучи участвующим адвокатом в процессе. То есть и как бы не смогли установить, что я, при том, что я понимаю, естественно, что желание такое было, у некоторых лиц не смогли установить свои права отстоять. Да, я когда адвокатское производство принесла вот такую стопку, видимо, это поразило многих. Из-за чего против вас было возбуждено дисциплинарное производство? И в соцсетях вами было сделано заявление, что вот жалобу на вас подали лица, не имеющие на то никаких полномочий. Да. Рассказываю. 13 ноября приходит мне смс-ка от секретаря палаты адвокатов. Инга Геновна, придите и напишите объяснение или расскажите, сейчас дословно не помню, по поводу того, на какой стадии уголовное дело находится на территории Российской Федерации и какие там последствия и так далее. Я звоню. Самые про пособие, да? Про пособие 13 ноября.
проблема с пособием у меня возникла 22 ноября. Как бы об этом, естественно, все знали, руководство мое, потому что даже мне мой начальник звонил и говорил: Инга, если надо чем-то помочь, скажи. Я говорю: да нет, я сама справлюсь. Вот. 13 ноября вот такая смс-ка приходит, я звоню, я поднялась, кстати, в адвокатуру, и моего начальника там нет, непосредственно председателя палаты адвокатов Чагав. Я звоню ему и спрашиваю, говорю: Лаврентьевич, я не поняла, что за смс-ки приходят от сотрудника канцелярии, что я должна... Я ничего не знаю, он мне говорит. То есть, а кто ему может дать указания, кроме как либо председатель, либо зам? Ну, других лиц, другие лица не возьмут на себя полномочия такие, говорит сотрудница канцелярии, писать эти смс-ки. Это заместитель Зонтаря Роза Платоновна. 12 ноября проходит судебное разбирательство. Это как бы, это мое исключительное мнение. Я считаю, что это взаимосвязанные ситуации. 12 ноября 2025 года я участвую в интересах Министерства энергетики Республики Абхазия, и мы забираем в собственность государства, приводим в соответствие с законом линию электропередач, которая была приватизирована, получается, там, за Сухумгаз. И 13 ноября мне приходит смс, и я сказала своему начальнику: после того, как вот эта смс будет перекопирована на бланк официальный, вот тогда мы и будем, пожалуйста, говорить. И он сказал: я ничего писать не буду. Вот его были слова. 4 декабря меня уведомляют: придите и дайте объяснение, там даже как, я не знаю, как эта картинка должна была, придите и дайте объяснение по поводу привлечения вас к уголовной ответственности, так как на сайте Адлерского районного суда такую историю рассказывали, что наша палата адвокатов периодически мониторит сайты, которые судов, расположенных на территории Российской Федерации. И типа было обнаружено, что там обвинительный приговор в отношении Инги Габилаи вынесен. И вот скриншоты прилагает и говорит: вот дайте объяснение по этому поводу. Я сказала, это не соответствует действительности, потому что в системе нет такого понятия. Есть постановление о прекращении уголовного дела в связи с деятельным раскаянием, есть приговор, либо оправдательный, либо обвинительный. Но так как у меня было прекращение дела через изменение категории преступления, то есть это исключительно в системе так. Либо ты должен написать постановление, я потом стала узнавать, а почему так у меня значится, что обвинительный приговор? Потому что мне объяснили, в системе нет вот этого момента, что приговор с прекращением дела. То есть они вбивают эту ситуацию. Кто знал, что за Ингой Габилаей так будут следить? Несколько сот человек. Там даже, кстати, есть один скриншот, вот, который был дан моим руководителям мне. А там, получается, если ты делаешь скриншот и вытаскиваешь информацию, была дата забита, вот в тот день, когда ты смотришь и делаешь скриншот, там высвечивается 9 ноября, а приговор был вынесен 11 ноября. То есть там мониторили этот сайт еще до того момента, как было принято решение это. А 11-го, видимо, сразу, почему, когда 13-го звонили, еще спрашивали под вопросом, потому что, видимо, эта информация не обновилась в системе, там еще этой информации не было. Кстати, я даже вообще не смотрела и не следила, и вообще даже не знала, как это все там устроено. Вот. И 4 декабря вот приходит такое уведомление: придите и дайте объяснение по поводу вот этих информаций, соответствует действительности или нет. Это 4 декабря. 5 выходит анонимная публикация в интернете где-то, что Инга Габилаи осуждена, вот такая хорошая, как вы ее хвалите, типа осуждена по мошенничеству. Наступает потом 18 декабря мне звонят и говорят: гражданка Ахиба обратилась в палату адвокатов с заявлением, жалобой, что Габилаи Инга осуждена по мошенничеству. Вот я говорила, что она вот такая аферистка, и вот это подтверждается. Несколькими словами, если коротко рассказать, вот так. Меня просят дать объяснение. Я говорю, это лицо является никем по отношению ко мне, то есть у нас никаких уже вопросов, где она была клиентом, а я была адвокатом, уже завершен, дисциплинарное производство рассмотрено, поэтому как бы мы друг к другу уже отношений никаких не имеем. Поэтому я как бы не собираюсь комментировать эту ситуацию, и все. Но 24 декабря возбуждают дисциплинарное производство, где указывают о том, что из жалобы Ахиба следует, что вы осуждены Адлерским районным судом, и в ваших действиях есть нарушения по пособиям, не по мат-капиталу, а вот по пособиям, так как я многодетная мама. Кстати, пособие получаю
получалось с 2018 года по 2021 год, а в 2022 году я не продлила уже пособие, потому что, когда они прекратились, я задала вопрос людям, сведущим в этой теме. Я говорю, а почему у меня прекратились пособия? Потому что изменения в законе, и типа уже нужно факт проживания. И все, естественно, для меня было принципиально либо законно, либо незаконно. Вот эта ошибка, конечно, надо было смотреть в законы, как выяснилось. То есть, как бы, это Российская Федерация, особо я не пыталась вникнуть, тем более мы же официально, мы обращаемся в официальные органы, предоставляем все документы. У меня 3 детей, все родились на территории Республики Абхазия. То есть моя прочная социальная связь с Абхазией намного теснее, чем с Россией. То есть все документы это с Абхазией. И тем более там видно, что я российский паспорт делала. Мне внутренний российский паспорт не нужен был. Я его делала для получения пособий. Там видно, что он свеженький получен. И регистрацию делала официально. Все, но для получения пособий. Там видно в несколько дней разница между моей регистрацией и обращением в соответствующие структуры. То есть настолько очевидно, что я там не проживаю. Что я вот только регистрацию сделала для получения пособий. И потом в последующем, то есть уже когда эта вся ситуация выявилась, то есть никто не думайте, что вы не преступники. Те, кто получал пособие, не проживал на территории России. То есть наша регистрация, при том, что она законная, приравнивается к фиктивной, по той причине, что намерения проживания у нас не было. И вот вся история. И получается, что вот возбуждают дисциплинарное производство по этому поводу. И только я уезжаю, Новый год проходит, праздники, никто меня ни о чем не уведомляет, ничего. Я только уезжаю в Ереван. Я даже понимала, что я уеду, и сразу же побеспокоиться. Это были мои предположения. По крайней мере, они совпали с моими предположениями. Я не могу говорить, это факт или нет, но так получилось. Я уезжаю и оставляю своей коллеге заявление, что в случае, если будет назначено дисциплинарное рассмотрение дисциплинарного производства квалификационной комиссии в период моего отсутствия, уведомляю, что до 12 числа меня в Абхазии не будет. Там такой текст. И оставляю своей коллеге. Только я уехала, получается, в пятницу, в понедельник мне смс, уведомление. Это рассмотрение дисциплинарного производства будет 11 февраля. Я звоню коллеге, говорю, пожалуйста, сдай вот это заявление. Специально даже написала, полностью Габила Инга Геновна расшифровкой, чтобы не сказали потом, что кто-то за меня там черканул подпись. Она сдает заявление, но квалификационную комиссию проводит. И там выясняется, но мне об этом никто не говорит. И даже, без вас. Да, в состав квалификационной комиссии, но я считала человека своим наиближайшим другом, ходит, и мне никто не говорит, почему отложили. Я думаю, что отложили из-за моего отсутствия, или там что-то необходимо было. Я знала, что там докладчиком, так мне, по крайней мере, говорили, что представителя от парламента, его не было, и поэтому, я так на уровне слухов знала, что отложили по этой причине. А что выясняется? Выясняется, что Ахиба 19 января пишет заявление, дополнение к жалобе, хотя они там утверждают, что потому что по жалобе Ахиба невозможно было возбудить дисциплинарное производство, если ей должны были выдать отказ в возбуждении дисциплинарного производства, потому что она не является лицом, который имеет возможность подать на адвоката. То есть любое лицо с улицы не может написать жалобу. Даже противоположная сторона не может написать жалобу. Это как раз-таки такая большая гарантия независимости адвоката, что тогда на нас каждый день будут писать противоположная сторона. И мы только и будем успевать по квалификационным комиссиям бегать, а не работать полноценным. То есть оказывается, она пишет дополнение к жалобе и прикладывает сведения, которые Аршба написала в Генеральную прокуратуру о том, что Инга гражданка Грузии, и 10 сентября 2004 года стала, я говорю, еще раз, я говорю, утверждаю, и это настолько, я уже архивную справку с университета получила, что я являлась студенткой Мордовского госуниверситета. Это элементарно все проверить. Доказательства предоставили. Да. И вот этот момент, я, кстати, на тот момент у меня не было этой архивной справки с университета, но у меня были сведения даже там, СГБ, получается, ошибку фамилиями сделала. И сведения о том, что я вообще на тот момент, в 2004 году, была вообще на фамилии мамы абсолютно, и что я не выезжала в Грузию. То есть, это вы, пожалуйста, докажите. Это они-то должны были доказывать, что это так. То, что я смогла, какие документы быстро собрать, я их представила, но не просила отложить заседание квалификационной комиссии, но не отложили. И получается, что, оказывается, выясняется, что Ахиба пишет дополнение и говорит о том, что Инга Габилая гражданка Грузии. И палата адвокатов, квалификационная комиссия
пишет запрос в СГБ. И вот приходит такой ответ, который вышел в средства массовой информации, а это там пометочка ДСП, это для служебного пользования. То есть любой юрист, понимающий, который плотно работает, понимает, что это исключительно оперативная информация, которая является основанием для, например, начала открытия дела оперативного учета для того, чтобы провести проверку. То есть это как таковое не доказательство. Тогда должны представить сведения конкретные. Вот это именно пометка ДСП для служебного пользования. Это выходит в сеть. В тот же день, 13 марта, когда якобы вскрывается этот конверт, потому что я когда зашла на заседание, он уже был вскрыт, этот конверт, сказали, вот мы только что перед вашим приходом вскрыли. Эту копию отдают, этого документа, Ахиба. И спустя вечером уже он в средствах массовой информации. Я по этому поводу инициировала проверку. Знаю, что руководитель квалификационной комиссии, кто председатель был, не идет в прокуратуру, не дают показания по этому поводу. Сколько возможно не ходить? Я говорю, все же должны соблюдать закон. Вот, это выходит в средства массовой информации. Я, естественно, обращаюсь уже в судебные органы, уже начинаю собирать доказательства. И вот сейчас первый суд пришли, 2 адвоката. Это вот эта ситуация, кстати, очень для меня странная. Для меня я не приму и не пойму никогда ситуацию, то есть у СГБ есть свои юристы. И в такой ситуации, когда это же такая коллегиальная тема, меня, конечно, удивляет, что адвокаты защищают интересы СГБ в той ситуации, где нужно доказать, что их коллега гражданка Грузии. Для меня это не принимаемая и непонимаемая ситуация. И, кстати, там, если Карсая, у нас давно неприязненные отношения, а вот у Габеля у меня были, я так считала, что просто потрясающие отношения. Моя сестра пришла на процесс даже, такая говорит, вот, Инга, ты говорила, она так усмехнулась, она говорит, дура ты, Инга, дура. Я говорю, почему, Фатима? Она говорит, ты же говорила, какая она хорошая всегда. Я говорю, есть свойство, наверное, в людях ошибаться, потому что я никогда бы в жизни не вступила бы в такое дело против своего коллеги. Никогда. Вот я уверена в этом, и я не знаю, что должно было произойти, чтобы такое произошло. Вот. Ситуация такая. Для меня это комично выглядит, что палата адвокатов, сотрудники, адвокаты палаты адвокатов пытаются помочь СГБ доказать, что Инга Габелая гражданка Грузии. Странная на самом деле ситуация. Что имеем, то имеем. Вот. И теперь 24 апреля заседание квалификационной комиссии прошло, и, кстати, я буду говорить об этом. Я написала уже несколько писем, заявлений в палату, в Генеральную прокуратуру по поводу того, что в законе закон четко гласит, и я не знаю, как эту тему можно вывернуть, растолковать по-другому, что дисциплинарное производство может рассматриваться только в тех пределах, по которому оно возбуждено, а возбуждено было только по пособиям. Потом мне вдогонку добавляют вот этот вопрос гражданства. И, кстати, такой щепетильный момент. То есть страшно это не звучало, но в законе об адвокатуре нет ограничения гражданину Грузии быть адвокатом. Дело-то не в этом, там привязка. А дело в том, что на момент вступления, на момент сдачи документов, когда я была претендентом на статус адвоката, я якобы не сообщила достоверность о себе сведений. Не то, что я гражданка Российской Федерации и Республики Абхазия, а мне надо было по их версии написать, что я еще была гражданка Грузии в 2010 году, когда я сдавала экзамен. Но в ответе СГБ, который этот коротенький, который видела вся страна, там написано по факту Инга Габелая с ошибкой, я на конце, гражданка Грузии. То есть там не указано, когда я ею стала. И вот этот момент тоже такой абсурдный. То есть, как вы говорите о том, что я сообщила ложные сведения на момент приобретения статуса адвоката. Если у вас сведений о том, когда я стала гражданкой Грузии, нет. Я сделала запрос в СГБ, мне не дали, мне интересно. Просто когда я стала, по их версии, гражданкой Грузии. И
вопрос по гражданству, он вышел за пределы возбуждения дисциплинарного производства. И мне еще вдогонку, я говорю, напихали, так напихали. Вот это мое видеообращение, которое я почему 12 февраля делаю видеообращение, потому что меня так будоражит ситуация, что 11 февраля, то есть вы знаете, что меня в Абхазии нет, 11 февраля проводит заседание квалификационной комиссии. Я думаю, надо это придавать уже ситуации огласки, потому что когда возбудили, по моему мнению, незаконное дисциплинарное производство, я обратилась в суд иск, я предупредила Совет палаты адвоката, который не ответил по сей день мне о том, что в случае я буду придавать огласке в средствах массовой информации вот эту тему. И если бы представители Совета палаты адвокатов хотели бы, чтобы это осталось сугубо вот в нашем пространстве, я считаю, что они должны были как минимум меня пригласить, пообщаться, услышать мои доводы и так далее. То есть никто этого не сделал. И мне вот это мое интервью 12 февраля, которое дают, я говорю, включают в нарушение дисциплинарного производства, в нарушение якобы норм Кодекса профессиональной этики адвокатов, что я, оказывается, проявила неуважение этим интервью к руководству палаты адвокатов. И, кстати, там, вот если я 12 числа приехала в Абхазию и дала в этот день интервью, 11 я приехала, но 12 уже была на работе и дала интервью по этому поводу. Говорят о том, что будет неочередное собрание 17 февраля. И оно было неправомочно собрано, там не было кворума и так далее. И вот несколько адвокатов, и, кстати, даже те, которые там кто-то работает полгода-год, встали и мне начали читать нотации, что я этим интервью подорвала авторитет. Даже, кстати, взрослый достаточно адвокат пыталась убедить меня, что я оскорбила всю палату адвокатов Республики Абхазия, что всех адвокатов я поморала якобы вот этим интервью, при том, что я говорю, да прослушайте, там четко говоря о том, что такими действиями, поднимая вопрос, связанный с получением пособия, а я никогда в жизни не скажу, что я не права, потому что это действительно это открывается ящик Пандоры. И знаете в чем? Может, кого-то и не повезет, и судью какого-то не остановит, там, прокурора и так далее. Но это такой способ манипуляции. Я, например, полагаю, что мой материал, который был, я получала пособие до 2021 года, я считаю, что он не просто так возник, интерес ко мне. И то есть это такой способ манипуляции сегодня. А я знаю, там, например, кто там получатели, некоторые лица при хороших чинах, либо их жены. Потому что я даже, кто мне помогал оформлять, они же и помогали, они же там и тоже им помогали также оформлять эти пособия, пакет документов собирать. Это будет такой способ манипуляции. Если у человека 2-3 детей, вероятность того, что он получал пособие, велика. То есть если я недовольна решением судьи, я возьму, напишу, вот как Ахиба написала на меня заявление, я напишу в квалификационную комиссию судьи, например, вот эта судья, получатель была пособие с 23 года по 24 год в Ростовской области. Кстати, говорю реальный пример, без имени. Вот. С 23 года по 24 год я знаю, что она была получателем пособия в Ростовской области. Я пишу заявление о том, что вот она незаконно получала пособие, потому что равно проживание на территории Абхазии и получение пособия в России равно преступлению. Все. Потому что мы не имели права на них получать, имеем право получать только по месту проживания. Я создаю человеку проблемы. И поэтому я считаю, что таким действием действительно руководство палаты, потому что они инициировали это возбуждение дисциплинарного производства, они открывают ящик Пандоры. И сегодня, наказав меня по этому поводу, то есть это даже такой я как шпаргалка. Как навредить тому, кого ты не любишь. Если эта женщина, особенно женщина, более будет уязвимой в этой ситуации, женский пол, потому что муж чиновник скажет, жена моя получала. Если она домохозяйка, то как бы его эта ситуация не должна так косвенно затронуть. Косвенно затронет, но напрямую нет. А женщины здесь становятся уязвимые. То есть если я сегодня недовольна буду, я напишу заявление, Ахиба написали на судью и начали проверку в Россию делать. Вот сегодня я напишу заявление в квалификационную комиссию судей, например, на судью, и начну проверять, скажу, она являлась получателем пособий. И буду делать запросы, была получателем или нет. То есть к чему это приведет? Ни к чему хорошему. Это такой парадит в обществе сдавать своих. И так получается.
Получается, что мы стремимся к этому, сдавать своих. И я считаю, что, как кто-то там писал, типа, вы адвокаты, вы должны были знать и так далее. Я не обязана знать российское законодательство в этой части. Я иду в официальные органы с официальными документами. Нет ни одного документа, как кто-то делал там разводы специально для того, чтобы быть матерью-одиночкой и так далее. То есть абсолютно нет. 3 свидетельства о рождении, свидетельство о заключении брака. То есть все стандартное по классике. Регистрация, паспорт внутренний российский. И все. Это ты, как бы, когда одабривают, то есть ты понимаешь, что это максимально законно. И я всегда говорила, что я говорю, для меня самое главное, когда я стала узнавать, уже когда прекратились эти пособия в январе 22 года, я говорю, почему? Типа, изменить закон. Ну все. На что имели право, на то имели. Точка. Вот после 3-го ребенка, ей было 8 месяцев, я вот это оформила, это пособие, я говорю, это было преступление, его, наверное, не оформили, потому что оформляли все, и все говорили, я говорю, у меня подружка, Инга, ты богаче всех, что ли, почему ты не оформляешь пособие? Я говорю, мне лень. То есть вообще мысли о том, что это незаконно, я говорю, мне лень поехать в Россию, сделать паспорт. То есть если просто сдать документы, одна история, то есть нужно сделать внутренний паспорт, нужно сделать регистрацию, вот это все потратить на это время, пойти постоять в очереди и так далее. То есть слишком много сложностей. Я говорю, сапожник без сапог. У меня, я сыну своему паспорту, ему 14 лет исполнилось летом, а я сделала паспорт в декабре 25 года. Кстати, если бы я была бы такой, по информации СГБ, гражданка Грузии, я думаю, мой сын бы вряд ли бы получил бы паспорт гражданина Республики Абхазия. Я вот спустя полгода ребенку сделала этот паспорт, подали документы на паспорт. А в школу на военкомат надо становиться на учет. Там какой-то документ нужно было. Я говорю, ой, Иля, не это, потом я пойду и все сделаю. В итоге мы приходим уже паспорт получать, и спустя полгода я ребенка только поставила на учет в военкомат, потому что вот тоже поленилась. Я говорю, я не ленюсь для своих подзащитных, но максимальная лентяй для себя. Получается, вы ожидали такого исхода? Я ожидала, знаете, именно вот поднять такой вопрос, я его называю щепетильный, буду называть его всегда такой, крайне очень такой, где-то на лезвие такое ножа, да, я говорю, по лезвию ножа ходить. Поднять такой вопрос, потом разворошить тему с якобы гражданством. И вот так я говорю, то есть если бы мы говорили об объективности, что мы дождали бы как минимум ответ, дополнительно сделайте в СГБ, ответ получите, когда стала, по вашей информации, Инга Габилай, гражданка Грузии, чтобы присовокупить мне вот этот момент, связан с тем, что я представила недостоверно о себе сведения на момент приобретения статуса адвоката. Это что хотите, делайте, но этот запрос нужно было сделать, чтобы получить информацию и именно прикрепить мне в нарушение вот этот пункт, что я представила якобы недостоверные сведения. Какие дальнейшие действия вы планируете дальше? Оспариваю информацию, сообщенную службой госбезопасности. Мною был подан административный иск на незаконное возбуждение дисциплинарного производства. И в городском суде, там сперва судьи одной, которая изначально была распределена, сделали отвод, потом перераспределили другое, прекратили дело. Даже в мое отсутствие меня не было на процессе. Я говорю, и даже где-то спасибо большое, мои нервы, все равно я хоть спокойно пытаюсь реагировать, но все равно меня эта ситуация очень, так как это лично меня касается, меня это, конечно, триггерит. Вот, прекратили производство. И там с таким обоснованием, что, в принципе, что это административное судопроизводство. Вот. А вот в части того, что не административное, а гражданское судопроизводство, и пытаются доказать как бы мои оппоненты, что типа право адвоката не нарушается возбуждением дисциплинарного производства. В смысле, я вместо того, чтобы присутствовала на судебных заседаниях, я должна ходить на заседание квалификационной комиссии. Я должна собирать документы. То есть не вы представляете доказательства. Кстати, мне еще в упрек поставили, что я, оказывается, не пришла на ковер, вот по 4 декабря, то, что мне председатель сказал, приди и дай объяснение. Оказывается, не исполнила решение руководства. Это не на мне бремя доказывания лежит. Это вы, тот человек, который пишет, должен представить факты. И вы должны собрать материал и мне представить. А если я захочу в опровержении, я это представлю. Оказывается, меня заставляли фактически представить приговор Адлерского районного суда. Почему я должна это делать? И вот за это, кстати, за неисполнение якобы указаний руководства Палаты адвокатов, вот это тоже один из пунктов нарушений. Но я счастлива, кстати, знаете, именно к тому моменту, что
что я качественно всегда выполняла работу, хорошо работала, и меня не смогли привлечь к ответственности за то, что я плохо, некачественно работала. Для меня это вот, я считаю, такой вот, бонус такой, я этому именно искренне рада. И я на самом деле очень горю своей работой. И у меня многие спрашивают, кто знает, как я очень люблю, вот на самом деле очень люблю свою работу. И фактически я развелась, и вот моя семья не сложилась именно из-за этой причины. Я слишком, не потому что там муж плохой, да, или там я плохая, я слишком много уделяла времени своей работе. И для меня это было всегда на первом месте. Всегда на первом месте. И вот на сегодня меня, лишив вот моей работы, для меня это на самом деле вот... Вас это не подкосило настолько? У меня забрали моего ребенка. Вот я говорю, для меня, у меня же были предложения, когда там я участвовала в громком деле по оспариванию выборов. Естественно, после этого были предложения, вплоть до судейства мне предлагали стать судьей. Я отказывалась. Я говорю, я стану когда-нибудь судьей, но такой портрет, который будет в суде висеть при жизни, как максимально справедливейшего судьи. Вот у меня вот такая мечта и вот такое желание быть максимально справедливым. Потому что, кстати, адвокатура, она учит справедливости. Вот действительно учит. Даже мне кажется, что вот те, кто работает в прокуратуре, не так. Вот у них там, им надо доказать, там, обвинить и так далее. Вот больше, мне кажется, все-таки адвокатура учит справедливости. Ну, мне кажется, так. Вот, мое убеждение. Вот. И я не хотела ничего. И это на самом деле вот сейчас отняли моего ребеночка одного. Вот. Я надеюсь, что он просто болеет, он не умер. И я буду добиваться своей правды, истины. Я надеюсь, что все-таки и у кого какой не был бы административный ресурс, но невозможно, есть очевидные факты. Для этого нужно переделать просто закон, я считаю, для того, чтобы та линия, которая была выстроена дисциплинарного производства, вот с момента начала возбуждения до окончания его, мне кажется, надо изменить закон, чтобы я не выиграла этот суд. Вот. Конечно же, мне обидно, мне очень неприятно, и мои близкие спрашивают, они писали. Я в тот день, когда 24-го, я как бы знала о том, что мне прекратили статус, но официально меня никто не уведомил. Я пришла домой, выключила телефон. Я боялась, что мне будут звонить и меня жалеть. Вот я этот момент очень сильно боялась. Я не люблю, когда меня жалеют. Как бы это понятно, что очень приятно, когда о тебе беспокоятся. Как пуговка оторвалась, вообще прям какой-то знак. Да. Да, вот на самом деле такой знак какой-то. Я выключила телефон, чтобы не слышать: Инга, как ты? Объяснять, как? Плохо, как? Мне, конечно, неприятно было это все, но я уверена, что будет все хорошо. Вы собрались, и вы держитесь? Я собралась, я держусь, и я не знаю, что будет дальше. Может быть, эта ситуация приведет к тому, что я сама не захочу в последующем работать вот уже в таком виде, вот кем я являлась 16 лет. Может быть, я пересмотрю свое отношение, и вот как-то меня это очень сильно задело. Вообще меня задела ситуация вот с семьей Яхима. В 24 году для меня это был шок. Я 2-3 месяца не брала дела новые. Я на самом деле очень много выплакала. Я вот на сегодняшний день, вот после того, как это было возбуждено дисциплинарное производство, я никогда пухленькая не была. Я похудела на 5 килограмм от стресса. Я первый раз в жизни обратилась к врачу-неврологу. При том, что у меня сестра невролог, она там никогда в жизни я не пила никаких препаратов. Никогда в жизни. Я говорю, самое большое вообще, наверное, самое выпитое серьезное, наверное, лекарство, это был цитрамон, грубо говоря. Вот эта ситуация привела к тому, что я обратилась даже к специалистам, и сестра мне порекомендовала, потому что я не могла спать ночами, очень болезненно на самом деле это воспринимала. Мне как-то в жар бросался, я несколько раз в скорую помощь обращалась, я говорю, мне плохо. Они говорят, конечно, вам плохо, вы такие ситуации там проходите.
И да, я обратилась даже к врачу, к неврологу, мне прописали лекарства для того, чтобы как-то я вот более успокоить и вот это чувство тревожности, обиды. Потому что для меня, знаете, вот я говорю, я не могу, у меня обида. У меня обида, что со мной так поступили. То есть я не обижаюсь на тех людей, с которыми у меня, может быть, не были совсем хорошие отношения. Там, я пойму ту коллегу, которая я там высказала очень жестко. Там одна ситуация была, где там коллега моя пришла по требованию, при том, что она знала, что я должна быть адвокатом. Там родственники стояли около УВД и плакали, и говорили, моего сыночка задержали. Она спросила, а как ваша фамилия такое-то? Она идет на следственное действие, принимает там участие, при том, что знает, что я буду адвокат. Не потому, что я там вцепилась за это дело, потому что родственники хотели меня, и она поучаствовала в деле и ушла, не пришла на суд. А по мальчику вышли с ходатайством о заключении под стражу. Я задала ей вопрос. И, кстати, в тот момент почему-то эту тему тогда не поднимали. Адвокат пришел не в свой график дежурств. И я тогда сказала, то есть, а с какой целью ты пришла туда? И я пойму этого адвоката, я высказала свои недовольства. То есть ты с какой целью туда пришла? Ты же пришла помочь, ты же не правоохранительным органам помогаешь, а ты пришла помочь мальчику. И ты, выйдя оттуда, хорошо не посчитала нужным сказать там, следственным органам, что там адвокат будет Габилай у этого парня. Хорошо. Но выходя оттуда и видишь родственников, сказать о том, что соберите характеристики там, и так далее. То есть для меня это была непонимаемая ситуация. Я высказала свои недовольства, я стала врагом. Как бы это я пойму. Там, где у меня там один процесс, то есть у нас собрание палаты адвокатов, и мы не идем, потому что нам надо прийти на собрание. Для нас участие в собрании палаты адвокатов является обязательным. Мы знаем, что все адвокаты не идут на судебное заседание, и нас уведомляют и говорят, адвокаты противоположной стороны пришли на процесс. Значит, ваша явка является неуважительной. И то есть, естественно, я встаю на собрание конференции. Я вот очень критично к этому отношусь. То есть, если там адвокат не посчитал нужным прийти на собрание, конференцию адвокатов, но пошел на другое судебное заседание, где нет противоположного адвоката, там на противоположной стороне, ради бога, если ты должна помочь своему подзащитному, это в приоритете. Но если твое участие в деле дает возможность суду сделать оценку, что адвокаты, не пришедшие с противоположной стороны, значит, их явка является неуважительной, потому что одни адвокаты раз пришли, значит, и другие должны были прийти. Значит, все-таки собрание конференции адвокатов не такое важное мероприятие, которое нельзя пропустить. Я, естественно, высказываю, я становлюсь там врагом. Это я еще пойму. Там я, по крайней мере, хоть... Но те люди, с которыми я была в шикарнейших отношениях, и которые, более того, когда стали эту развивать тему способным, которые утверждали о том, что Инга, там что за глупости, как можно поднимать эту тему такую? Эти адвокаты стали против меня. И несмотря... И, кстати, и у нас есть также получатели пособий. Я не пойму, я, например, если бы эту тему при мне обсуждали бы из руководства, и я бы услышала бы против какого-то другого адвоката, я бы свою позицию, например, жестко высказала бы, я бы сказала, вы знаете, вот эту тему поднимать нельзя. Вот, наверное, я неудобная вот такая. То есть я бы до последнего говорила о том, что это был бы адвокат там, которого обсуждали бы, которого я там не люблю, допустим. Или что-то, как-то к нему критично отношусь, я бы сказала, не поднимайте эту тему. Потому что завтра это коснется 5-го, 10-го и так далее. То есть и поедет. И там в квалификационном заключении описали о том, что, оказывается, правоохранительные органы в лице суда, прокуратуры, как руководство дает заключение квалификационной комиссии, как они могут давать оценку, как на меня будет смотреть следователь, прокурор и судья после того, как узнают, что Ингу Габилай привлекли на территории Российской Федерации к уголовной ответственности. Кстати, у меня дело прекратили. То есть судимости я делала это не для палаты адвокатов, я делала это для своих детей, я мама 3 детей. И завтра, где мои дети окажутся, в каком вузе и куда они будут поступать, и, возможно, когда надо будет говорить сведения о родителях, и что они, например, будут в российском вузе поступать, и там скажут, сведения о родителях, мама судимая. Я делала для этого, и во что бы то ни стало, хотела добиться, закон позволял пойти по такому пути.
Я пошла по такому пути. Благо, у меня очень хороший адвокат был в России. Кстати, когда я с этой ситуацией столкнулась, он подошел, я пока бегала, созванивалась и звонила, в какую я ситуацию попала своим друзьям. Подошел адвокат, я была с подругой в тот день. И он подошел к моей подруге и говорит: а вы знаете, ваша же подруга адвокат? Он спросил, он говорит: вот это же девушка-адвокат? Он говорит: да. Он говорит: вы знаете, я слежу давным-давно за ней в плане того, что я ее знаю. И я вас несколько раз видел в Плазе в Адлере и хотел подойти познакомиться. Моя подружка: вот мечта сбылась. Вот ты познакомишься. Он говорит: я готов, он говорит, передайте ей, я готов оказать бесплатную юридическую помощь и стать рядом с ней. Спасибо большое. Вот на самом деле, вот представьте, все равно, да, я гражданка Российской Федерации, но для меня все-таки относительно это чужая как бы страна. Я в Абхазии, где родился, там сгодился, я всегда говорю. И как бы в Абхазии, услышав такое, я бы не удивилась. А в России, услышав такое, я удивилась. И вот он на самом деле мне серьезно помог, как выйти вот с этой ситуации без судимости. И я говорю еще раз, я делала это, потому что я уверена была, что в Абхазии эта тема не поднимется мне в упрек, потому что это повсеместно проблема такая. То есть я делала это для будущего своих детей, потому что кто вспомнит и кто будет, кому моя потом дочка, например, или сын объяснит, что моя мама порядочная женщина, но вот такая ситуация в 2020-х годах в Абхазии создалась, что всех женщин там Абхазии стали привлекать за ранее полученные пособия. Кому это потом объяснишь? Да никого это забудет. Через 5 лет это, возможно, забудется, и уже все забудут об этой ситуации. То есть я именно вот пыталась добиться того, чтобы у меня не было судимости, именно с целью того, чтобы не попятнать дальнейшую жизнь своих детей. И я считаю, что я как бы достойна. Я говорю, я достойна, настолько все прошла, настолько все правильно сделала. Я считаю, в этой ситуации, я не бегала от правоохранительных органов, как мне, когда я первое мероприятие процессуальное, они говорят: вы же потом приедете? Да, конечно, я приеду. То есть, вот, а есть случаи у нас достаточно серьезных чиновников, родственники, где не приезжают по вызовам. То есть я считаю, что надо достойно дойти до конца. Теперь, Инга, оборачиваясь назад в самое начало своего пути, как жизненного, так и профессионального, есть ли какое-то послание, которое вы себе оставили бы, и жалеете ли вы о чем-нибудь? Все, что было в этой жизни, мною сделано, я ни о чем не жалею. Единственное, о чем я жалею, что я не умею разбираться в людях. И на самом деле я на самом деле ждала от некоторых людей помощь. Я от них ее не дождалась. И вот это молчание моих друзей я тоже никогда не прощу. Есть у меня очень много близких друзей, которые я почему-то уверена была, что они должны как-то отреагировать, написать, позвонить. Кто-то просто написал: Инга, вы молодец, вы сильная. И с этим как бы они посчитали, что это, видимо, это более чем достаточное участие. Вот этот момент я никогда не прощу. Я сделала для себя переоценку ценностей, переоценку отношения своего ко многим событиям, ко многим ситуациям. Во всем надо искать плюсы. И в этой ситуации я считаю, что, дай бог, когда-то будет точка. То есть с января 24 года, благодаря Шенкау Жанны Абдуловны, я нахожусь вот в таком постоянном стрессе. У меня много судов инициировано, в частности, Сахиба. И по клевете я писала заявление, где установлено было органом предварительного расследования о том, что Ахиба сообщила клевету, не соответствующую действительности информации. Но состава уголовно наказуемого не нашли, потому что умысел, насколько она умышленно это сделала, неизвестного. И там мы в гражданском правовом порядке ходим. То есть вот я после участия в большом деле убийства на набережной, вот у меня такой подарок жизненный, неотъемлемый стал Шенкау Жанна Абдуловна. Да, мне пятница. Мне присылают в субботу уже, потому что я включила телефон без 10-7 где-то утра. И мне присылает смс-ку моя одна знакомая, которая, видимо, в контактах, это Шенкау гражданка, она говорит: Инга,
все нормально. Она не знала, что мне прекратили статус. Она говорит: Инга, все нормально. Я говорю: почему спрашиваешь? У Шинкао какие-то тортики разрезания, празднества. Я говорю: ну, наверное, отмечают мое прекращение моего статуса. И скидывают мне это видео. Я его опубликую скоро в интернете. То есть Жанна Шинкао отмечает Низ Фуаржба. Белый торт, то есть заказали белый торт с черной ленточкой, «Прощай» написано. Она разрезает этот торт и потом ножом вот по горлу типа проводит. Завтра, но запомни, в жизни есть одна правда. Все по кругу возвращается кратно. Каждого иуду настигнет своя карма. Нету счета твоим счетом, потеряешься по пару. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя наберет. Карма. И тебе ты не боли, не вытянет тебя ретрит. Карма. Далеко твоя нирвана, будто карт внутри болит. Карма. Я пропускал много ударов, но ты бьешь меня сильнее. Моя печаль вся у бара, и мне так... И эта женщина, которая является подсудимой по делу, вот когда она ворвалась ко мне в кабинет, возбуждено было уголовное дело против нее, она до сих пор находится в статусе подсудимой. Там один раз по процессуальным нарушениям она была осуждена, отменил Верховный суд. Вот, и вот теперь находится на повторном рассмотрении. И вот обвиняемая, подсудимая по делу, где я являюсь потерпевшей, вот выставляет «Прощай» торт. И вы представьте, торт заказать с черной лентой. Ну, как бы для меня эта ситуация такая очень... Я с улыбкой смотрю на это, но люди, которые... Я на самом деле такая стала толстокожая. А меня один раз ситуация очень вот затронула, когда я была в обычном деле, кажется, там муж и жена не могут поделить ребенка. И муж, получается, что она в момент там конфликта, девушка теряет телефон, муж, ну, не теряет, а выпал у нее телефон, он забирает и открывает пароль. Видимо, он знал пароль, бывший муж и жена, не знаю ли. И он открывает, когда это телефон, и в телефоне этой девушки фото моей дочери. И я задала вопрос, и как-то так было сказать, что типа свечку ставят на мою дочь, чтобы вас так же коснулось то, что меня вот такое. Вот и для меня это вообще поразило настолько. Я подумала, а вот насколько женщина, я бы никогда в жизни, я говорю, женщина, которая может для того, чтобы спасти себя, назвать своего ребенка ублюдком, эта женщина поймет, для того, чтобы сделать какие-то там скриншоты липовые, да. Женщина, которая может оскорбить другого ребенка из-за чего? Из-за того, что я просто являюсь адвокатом противоположной стороны, или сказать, что там, я там порчу на него наведу. Я не принимаю, опять же, и не понимаю такие жизненные события. И не пойму никогда, что же сподвигнет женщину, ну вот сделать вот так. Вот. И, кстати, есть ситуации, не буду говорить, что человек, который мне сейчас тоже пытается помочь навредить. Кстати, эта женщина ко мне обращалась и просила меня до того момента, как я вступила на противоположную сторону, пришла ко мне и говорила, что мне нужен такой адвокат, как вы акула, чтобы защищали вот этого человека. Ну, как бы я по определенным принципам, я не буду говорить, что за дело, по определенным принципам отказала, сказала, я никогда в этом деле не буду на вот этой стороне. И когда я оказалась на другой стороне, я стала врагом. То есть вот я стала плохим адвокатом. И Ахиба, кстати, кстати, насчет Ахиба, я считаю, она оказалась жертвой этой ситуации в игре. Потому что она так увлеклась мною, она фактически забыла вытаскивать. Там цель-то не Инга Габилая, цель-то брата вытаскивать. И столько энергии своей потратит, а там неимоверное количество было энергии, потому что мы ходили то, я в прокуратуру ходила, то она в прокуратуру походила, то она даже Бастрыкину написала, чтобы вы понимали, что вот есть такая негодяйка Инга Габилая, грубо говоря, что у нее там, как называется, чуть ли не клан воров,
поддерживает Ингу, настолько вот такое Бастрыкину написать, но это, извините меня. Вот. И она так увлеклась вот, создать мне проблемы, что ту силу, которую энергию нужно было вытаскивать, хорошо, там, Инге, создашь потом проблемы, ну ты основные силы брось сперва на своего брата, вытаскивай его, а не против Инги вот такую войну. Я считаю, что реально Ахиба оказалась жертвой чужой игры. И я уверена, потому что, честно я говорю, за вот год и 4 месяца мы работали, за год и 4 месяца можем, по крайней мере, она настолько, вот где-то я прислушивалась, мы настолько друг друга понимали, я ее там подвозила, мы даже были и в ресторане сидели вместе. То есть сколько случаев я там проеду по своим делам, она там звонит: Инга, вы меня проехали, вернитесь, я там ее заберу, довезу. То есть настолько мне казалось адекватно понимающий человек ситуацию. То есть и вот как-то потом бац, и произошло то, что произошло. Вот. Инга, я надеюсь на самом деле и желаю, чтобы все ваши проблемы разрешились. Верю в то, что у вас хватит сил преодолеть все трудности. Спасибо вам большое за интервью. Очень приятно было с вами общаться. Спасибо Желаю вам вам. удачи. Спасибо вам. Спасибо.